принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, здесь правила одни и цель одна. Здравствуйте, в эфире передача «Мой спорт». В следующем видеосюжете мы увидим, как готовятся к чемпионату Северавто 2011. Здравствуйте, Дмитрий. Насколько я знаю, вы чемпион прошлогодних соревнований. Вот. Можете рассказать, как вам дались прошлогодние соревнования? Как любые соревнования, в принципе, даются нелегко. Было так, 3 этапа. Ну, скажем, спринт это тяжелый был, там все это быстро произошло. Дальше ориентирование, ночное, тоже не особо. Самая трофия тяжелая, там практически сутки, это без сна, на 3 этапа была разбита трасса. Ну и там болото непроходимые, такие редко наезженные дороги, практически даже не езженные. Ну, в общем, в принципе, кайф определенный уже в конце там ощущаешь. А как ваша машина называется? Ну, в Европе, скажем, она Suzuki Samurai, как известно. А для наших кругов она идет как Suzuki Sierra, ну, Jimny. Понятно. И сколько вот сейчас она вот именно весит? Ну, меньше тонны, я думаю, где-то килограмм 900-950. Да? Шина очень надежная, как бы, она довольно-таки свежая, практически она не езженная, как не пришла. Проблем вообще никаких нет. Вообще никаких, И да? один только амортизатор оторвался, но это уже как бы при подготовке, при спешке неправильно сделали. Но это не сказалось абсолютно. Штурманская работа намного, от нее зависит весь успех, в принципе. Понятно. А вы давно занимаетесь таким видом спорта? Как клуб у нас образовался, дорожный мамонт, как вы знаете, примерно лет 8. Лет 8? Понятно. Более серьезные соревнования пошли вот года 3, наверное. Так все, как у нас по катушке все были такие мелкие. А сейчас мы возьмем интервью у организатора чемпионата Северавто 2011. Артем, можно задать пару вопросов? Насколько я знаю, вы организатор Северавто 2011, да? Можете вкратце рассказать, что и как будет вообще? Очень интересно. Ну, у нас получается 2-й чемпионат за время проведения в республике. То есть формат следующий. Чемпионат состоит из 3 этапов. То есть первый этап это спринт, скоростная кольцевая гонка по пересеченной местности. Второй этап GPS ориентирование. И 3-й этап это трофи-рейд. То есть трофи-рейд это прохождение сложного заболоченного участка из точки А в точку Б. Значит, мы являемся автоклубом «Медведь», город Мирный. Мы основались 2 года назад, чуть больше официально. Вот. Уже благодаря, конечно, спонсорам и администрации города Мирного мы принимаем на чемпионате участие уже 2-й раз. В том году мы тоже были, 1-й раз пробный. Вот. Нам очень все, конечно, понравилось, все происходит на очень высоком уровне. Довольно-таки это очень серьезный чемпионат, очень ответственный, очень важный для нас. В этот раз мы уже приехали с нашими друзьями, с Ленским автоклубом. Автоклуб Ленск 4×4. Тоже ребята такие же, полностью, которые посвящены спорту внедорожному. Вот. Автоклуб у нас довольно молодой. Так можно сказать, что он организовался благодаря тоже автоклуба «Мамонт», нашим друзьям, город Якутск. То есть мы с ними сотрудничаем постоянно, то есть все вопросы по организациям, по проведению гонок, по документации. То есть мы с ними всегда советуемся, всегда помогают. Вот. Поэтому как бы мы 2-й клуб, официально зарегистрированный в Якутии. Это автоклуб «Мамонт» и автоклуб «Медведь». Вот. Тенденция растет, подтягиваются другие города, такие же, как говорю, как Ленск, Айхал, Удачный. То есть есть такие же ребята, которые также болеют автоспортом, этим же движением. То есть я думаю, что это очень хорошо, очень правильно. То есть молодежь подтягивается, все замечательно. Мы рады снова быть у вас в гостях и принимать участие в этих очень серьезных и ответственных для нас соревнованиях. Ну, у меня
Изначально стандартный автомобиль Land Cruiser 80. Вот. Он доработан тем, что у него стоит бодилифт, то есть это оторванный кузов от кузова от рамы, поднят на 7 сантиметров. У него стоит, значит, лифт, то есть поднятые пружины большего хода, то есть длинноходные амортизаторы стоят. У него, значит, стоят блокировки, задняя воздушная АРБ блокировка, впереди штатная блокировка. Вот, мосты стоят, ну вот мосты с блокировками и 35-я резина, в принципе. Силовые бампера, лебедка, багажник. Вот. Ну и стоит мотор HDT, замененный с HZ, с обычного атмосферного мотора, натурбованный, вследствие чего мы добились 170 лошадиных сил. Ну, в принципе, как бы это не предел. Понятно. Хочется переделать, хочется побольше колеса. Вот, но, как и говорится, что это будет бесконечно и очень долго. То есть есть над чем трудиться. Но довольно-таки автомобиль для класса спорт подготовлен, я думаю, так достойно. Специально для передачи «Мой спорт». Расскажите, пожалуйста, о своей машине и вообще вашей подготовке к грядущему чемпионату. Ну, подготавливались, наверное, как и практически все быстро. Все случилось неожиданно. Не собирались ехать, но благодаря клубу «Медведь» Смирного они нас пригласили. Клуб «Мамонт». Мы вот ездили зимой на гонке участвовать в Мирный, заняли 2-е место. И решили попробовать себя здесь, в Якутске. Понятно. На чемпионат. Автомобиль Nissan Safari для классе спорт, лебедка, лифт и грязевая резина. Ну, соответственно, шнорхель. Специально для передачи «Мой спорт». На сколько участников уже есть? Примерно около 30 машин, но это со всех классов. Общее, да, получается, да? Также будут участвовать квадроциклисты, велосипедисты и пешеходы, которые пешие ходят, ориентируются по GPS-навигатору, по GPS-навигатору. Это получается они в лесу? Да, они в лесу. Так же, как трасса состоит, то есть в грязи, в болоте также будут сходить все. Уже у нас вошло в традицию, что мы проводим рок-концерт на закрытии мероприятия. Будет живая музыка. Вот, и, собственно говоря, я этим и занимаюсь на этом мероприятии. Там группа «Перекати поле» будет, группа «Лайм» будет. Планировали группу «Sunrise», но это под вопросом пока. То есть 2 рок-группы будут выступать и, так сказать, веселить людей живой музыкой. Специально для передачи «Мой спорт». Внимание! Начинается битва! Федерация пейнтбола Республики Саха-Якутия совместно с пейнтбольным клубом «Комбат» проводит 18 июня Кубок Медика, а также 26 июня городской чемпионат по спортивному пейнтболу. Заявки принимаются по телефону 755 880. Сейчас мы отправляемся на базу Усть-Хатын, где будет проводиться чемпионат Северавто 2011, для того, чтобы заснять эксклюзивные кадры. Поехали!
Это так прокладывают люди трассу для чемпионата Северавто 2011. Дмитрий, расскажите немного о спринте. Как это все это было поразительное зрелище. Ну, это, конечно, наметки, спринт такого не будет, машины застревать сильно не будут. Да. Это мы сейчас вот как раз смотрим примерно, какая будет трасса, какая будет траектория. Ну, естественно, будет грязь, будет болото. Что касается прототипов, стартов и квадроциклов. Стандарт, естественно, пойдут более по сухому. У них главная скорость, динамика, скорость. Спринт будет представлять вот как раз на этом пятачке кольцевую гонку, ограниченными воротами, вешками, соответственно, в которую надо вписаться. Тут тоже не только скорость главная, но и техника. То есть сбитая вешка – это штраф по времени. Ну, естественно, прототипы старты будут усложняться водой и болотом. Первый этап во сколько начинается? Ориентировочно 21-22 вечера. Понятно. Будет на ночное GPS-ориентирование. Здравствуйте, Виталий. Расскажите, пожалуйста, как долго вы увлекаетесь вот таким видом спорта? Ну, увлекаюсь я начал со стандарта, на стандартном Suzuki Scuda, потом перешел в класс спорт, сделал все машины, Daihatsu. Сейчас уже участвую в классе прототип. Класс прототип, да? Да, в том году как бы тоже участвовал в республиканских соревнованиях, очень понравилось, занял 2-е место. Понятно. Ожидаю лучших результатов в этих соревнованиях. Ну да, наверное, все участники, да, ожидают больших результатов в этом чемпионате. Скажите, пожалуйста, Виталий, а чем отличается класс спорт и прототип? Вот вижу, у вас машина такая совсем какая-то другая, такая навороченная, маленько переделана, да, совсем малость. В основном как бы стандартный Daihatsu Rocky был, поставил колесики небольшие, там мосты, ну и двигатель, конечно, поменял. С 17 по 19 июня состоится второй открытый чемпионат республики по трофи-рейдам Северавто 2011. Этапы Jeep Sprint, GPS-ориентирование, трофи-рейд, мастерство, целеустремленность, выносливость и драйв. Генеральный партнер автошкола Северавто. Призовой фонд 250 тысяч рублей. Наша территория здесь, наш дом. Эти улицы знают каждого в лицо. На все вопросы у нас один ответ. Это наш город, и лучше нас здесь нет. Нас здесь нет. Наша территория здесь, наш мир. Мы знаем точно, чего от жизни хотим. Идем вперед, ищем свой путь, при этом прожигая жизнь. Ну и пусть говорят, что мы делаем что-то не так, но мы лучшие здесь, это факт. Дорогие телезрители, на этом все. Передача «Мой спорт» заканчивается. До новых встреч. До свидания. Моя игра, она мне принадлежит, ты таким же, как и я. Моя игра,